В рейде по выявлению незаконного оборота древесины и ее переработки участвуют представители администрации села, сотрудники лесничества, МРСК и участковый. Комиссия в первую очередь наведывается к семье Хашиевых. Здесь проверяется правильность установки электрического оборудования, счетчик и наличие лицензии на переработку древесины. Нарушений не было, все документы об оплате электроэнергии были при себе. А в ИП Саварбек говорит, что не нуждается, так как товар не реализует. Лесопилка ему нужна для собственного потребления. Совместно с братом они владеют фермерским хозяйством, насчитывающим более 90 голов крупнорогатого скота. На всякий случай комиссия поясняет, что никто не запрещает предпринимателям осуществлять свою деятельность, однако она должна быть в рамках закона. Даже если предприятие имеет все документы, владелец не освобождается от ответственности за древесину, которая обрабатывается в его цехах. В случае выявления нарушений закон обязывает наказать владельцев лесопилок штрафом, а в некоторых случаях вплоть до изъятия оборудования. Например, в очередном рейдовом мероприятии в начале этого года Хусену Аздоеву из-за отсутствия регистрации в налоговой запретили реализовывать продукцию. Сейчас проверкой группа навестила его в очередной раз. Комиссия подтвердила бездействие пилорамы. Показатели потребления энергии на счетчике с момента запрета не изменились. На земле еще старая опилка, а произведенное на тот момент сырье так и стоит в ряд. Как заверяет сам Хусейн, его регистрация в процессе завершения. Кубо 30 на одну человеку выписывать, в Сунцах хаязи, чисай богча, ну мне год на 2 хватит. Сам все хаху. Так, лежки есть, все ели налог даялок, Богбер, так, паратует. Были те, кто своевременно обзавелся прозрачным бизнесом. Юсуп Аздоев сразу же после установки оборудования занялся сбором документов. Теперь он уверен в своем производстве и не боится, что завтра нагрянут с проверкой, и смело выступает на камеру. Уверен, что закон пилорамы. В рамках проверки обследовано 12 дворов, имеющих лесопилки. По итогам контрольного мероприятия установлено, что некоторые организации ведут деятельность без регистрации в налоговой службе, не имея при этом еще и договора о подключении к линии электроснабжения. В отношении них составлены соответствующие акты. Проверки пилорамы прошли по поручению главы республики. В октябре месяце планируется к запуску крупное деревообрабатывающее предприятие глубокой переработки древесины. И неоднократно мы уже встречались с руководством этого предприятия. Между нами была достигнута договоренность о том, что предприятие будет привлекать именно местных жителей, всех лесопользователей республики, что позволит трудоустроить не менее 50 человек. Проектная мощность нового предприятия будет составлять 5000 кубометров готовой продукции в год. Товар будет глубокой переработки. По словам руководителей компании, они готовы создавать кооперативы непосредственно с малыми предприятиями для совместной работы. Это еще один повод для владельцев лесопилок зарегистрироваться в налоговой службе. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24.